проводим круглый стол, посвященный организации актуальных форм патриотического воспитания в современных условиях. Почему это так значимо для нас? Действительно, в рамках различных мероприятий, которые проводятся на уровне Министерства образования, науки и молодежи Республики Коми, встреч с общественными организациями, с руководителями образовательных организаций, мы все понимаем, что в настоящее время на уровне Российской Федерации поставлено очень много задач, которые надо решать консолидированно. В рамках стратегии развития воспитания, в рамках концепции национальной безопасности воспитания, оно в настоящее время рассматривается прежде всего как система формирования гражданской идентичности как наших обучающихся, так и наших педагогов. И сегодня я очень благодарю, что в нашем зале присутствует Максим Алексеевич Ганов, замминистра образования и молодежи Республики Коми, Людмила Александровна Жукова, председатель Коми-Республиканского совета ветеранов, Николай Исаевич Беляев, председатель Коми-регионального отделения общероссийской общественной организации Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Муравьев Виталий Викторович, директор средней образовательной школы номер 18 города Ухты, заместитель атамана общественной организации казаков Республики Коми. Алексеев Дмитрий Михайлович, начальник регионального центра по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, Центра поддержки молодежных инициатив. Уважаемые коллеги, я, наверное, к сожалению, не всех смогла представить. Я говорю, Галина Николаевна. Коллеги, я хочу предупредить, мы проводим запись. Мы эту запись предоставим всем образовательным организациям. Завтра, после того, как мы проведем круглый стол на портале «Открытое образование Республики Коми», эта запись будет представлена для публичного рассмотрения. Коллеги, это очень важно. Также я прошу принять во внимание, что сегодня будем обсуждать и предложение в резолюцию круглого стола. Поэтому, уважаемые коллеги, я прошу Максима Алексеевича, наверное, начать наш круглый стол с пониманием, что мы сегодня обсуждаем именно задачи, которые связаны с консолидацией всего профессионального сообщества. Максим Алексеевич, вам слово. Спасибо, Владимир. Уважаемые коллеги, действительно, как вы вначале сказали, что со многими из присутствующих мы и индивидуально в небольших совещаниях мы обсуждали те или иные вопросы критического специального подрастающего поколения. Мы очень рады, что к этой работе подключилась наша образовательная организация дополнительного профессионального образования, потому что мы действительно возлагаем надежды на это учреждение в части обучения тех специалистов, которые у нас сейчас работают в данном направлении. Потому что мы уже неоднократно с вами обсуждали то, что и вы эту проблему ставили, о том, что в наши школы, в наши образовательные организации, к сожалению, не всегда приходят люди, которые морально и методически подготовлены, и каждая школа приглашает того или иного ветерана, или того или иного представителя вооруженных сил, надеется получить знания для наших детей, но, к сожалению, не всегда те люди, которых приглашают, они обладают этими знаниями. Поэтому мы надеемся, что на базе этого центра мы сможем сформировать такую образовательную организацию, которая как раз будет готовить таких спикеров, ну, в том числе и действующих руководителей патриотических клубов, которые, в общем, чтобы мы были на одном языке, чтобы мы понимали, что приносит в школу, и чтобы мы могли то же самое спрашивать со школ, чтобы это было действительно здание общее для всех, что будут это городские школы, либо это школы, находящиеся в глубинке. Кроме того, учитывая, что ресурс Коми, Республиканский центр повышения квалификации, он может быть как очный, так и заочный, и в том числе есть портал «Открытое образование», куда мы помимо этой встречи также размещаем все информационные материалы, которые мы привозим с Российской Федерации, которые привозит Дмитрий Михайлович, потому что он у нас сейчас один из основных таких мостиков с Федерацией, потому что вы все знаете, что юноармейское движение очень сильно развивается уже второй год, и что это объединение как раз в том числе создано с такими же задачами, для того, чтобы объединить все патриотические силы, которые занимаются подрастающим поколением, объединить
единой целью все патриотические клубы, которые уже существуют, ни в коем случае не заменить их, а именно объединить вот, под единой программой. Мы все ждем, что на федеральном уровне, может быть, Дмитрий Михайлович в своем выступлении расскажет, вот как раз приехал со слета военно-патриотических клубов, что ждем, будет разработана некая методическая программа для работы военно-патриотических клубов единая, которая будет утверждена как Министерством обороны, так и Министерством образования, которая пройдет также необходимой степени, не знаю, как правильно по образовательному термину называется, но для того, чтобы она соответствовала, во-первых, возрастным особенностям наших детей, ну и психофизическим особенностям детей также она соответствовала. Поэтому очень рад, что вы все откликнулись. Я думаю, что пусть это будет первое, но одно из ключевых событий нашей дальнейшей работы для того, чтобы все вместе работать и как в рамках образовательных программ, так и в рамках летнего отдыха. У нас летняя оздоровительная кампания начнется уже, наверное, через пару недель у нас уже Новый год начнется, и будут формироваться планы, в том числе и патриотических лагерей, в том числе и лагерей зимнего пребывания. И мы бы очень хотели, чтобы в этой работе активно принимали участие ветераны. Мы уже такую встречу проводили и на базе Гренады, и отдельно Наталья Ксения, меня встречали для того, чтобы специалисты, которые могут работать в том числе в качестве инструкторов, но те специалисты, которые на сегодняшний день не имеют право преподавать или заниматься педагогическим, чтобы тоже на базе нашего института образования мы смогли организовать такие курсы для того, чтобы у многих людей появилось право работать по законах основания наших образовательных организаций, наших площадок. Спасибо, Максим Алексеевич. Вы задали группу вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать. Те приоритеты, которые вы для нас обозначили, они будут, наверное, отражены и в нашей резолюции. Спасибо большое. И мы тогда начинаем наш круглый стол. Я предоставляю слово Людмиле Александровне Жуковой. Людмила Александровна, я очень прошу вас представить доклад, либо это будет все-таки как основа для обсуждения о роли ветеранских организаций в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи. Пожалуйста. Спасибо. Может быть, круглый стол для того, чтобы мы все порассуждали и что-то приняли единое. Вот. Я готовилась с моей колокольни, понимаете? Вот, типа у меня ностальгия может даже прозвучать в том, что сейчас делается. Вот, позвольте лирики немножко. Недавно совсем записала для себя, наверное, очень важно. Вот, старшее поколение, мы ветераны, вроде как корни. А наши дети и внуки, то есть молодежь, это вот ветви одного и того же дерева. И вот ослабнут корни, соответственно, начнет чахнуть дерево. И это мы сейчас ощутили. Это мое сугубо личное мнение, но мы потихоньку теряем молодое поколение. В вопросах патриотического воспитания. Сегодня вот любовь к родине, любовь к духовности, к истории Отечества, к доброте, к состраданию, к сожалению, потеряна. Я думаю, со мной согласятся многие. А, наверное, прежде всего причина в том, что у нас нет вот такого целого, емкого, конкретного плана действий. У нас сегодня разобщенность абсолютно на всех. Кто-то понемножку что-то делает, но вот единого воспитать правильного человека у нас не получается. Не скоординировано у нас сегодня действие ни государственных структур, ни общественных организаций. Не знаю, согласятся ли со мной присутствующие. Первое, мне кажется, принадлежит вот именно в этих вопросах воспитания. Это роль семьи. Там закладывается все. А сегодня вот я недавно прочла статистику, которая меня поразила, что сегодня на общение с ребенком тратится всего 17 минут в сутки. Слушайте, о каком воспитании мы можем вести разговор? Сегодня у родителей есть действительно какие-то, может, близкие причины объяснить некогда. То и надо на 2 работах работать, чтобы содержать детей. То у нас сегодня занятость, то наоборот не трудоустроено, все остальное. То есть семья сегодня не воспитывает до конца
того ребенка или в тех традициях, которые должны быть. Ведь, ну вот здесь сидящие нашего поколения, моложе, не знаю, у нас ведь тоже родители были неграмотными, простыми людьми. Но мы почему-то как-то по-другому воспитаны. Может быть, окружающий мир был Государственная система по-другому. образования, конечно. Вот не знаю, что-то не то, но не дорабатываем. Вот сегодня немножечко иду в сторону. Я стою без 15:08 на остановке автобуса. Подходит единичка. Я стою, трогаю двери. Как девушка, лет 25, не больше, вот нагло отталкивает меня и заходит первой. Но ее тоже кто-то воспитывал. Но, к сожалению, примеров таких очень-очень много. Значит, первое, я считаю, что упущена роль семьи. В этом вопросе сразу предлагаю, что сделать. Мне кажется, нужно объединиться нам с Ассоциацией родительской общественности. Она у нас есть в республике. И мы вот сейчас в субботу ездили на водный поселок Букту. И вот встречались с педагогической общественностью, с родительской общественностью, ветеранской. И вот мне кажется, это большой ресурс для того, чтобы родительская общественность могла нам помочь в воспитании. Кто работал в школе, я сама бывший выходец. Мы ведь работали не только с детьми, мы и учили, и воспитывали, но и родителей мы тоже проводили. И посещения на дому, и всякие проверки, и обучали их, все родительские все учат. К сожалению, сегодня роль школы, вот ко второй проблеме я перехожу, роль школы сегодня тоже не выполняется вот именно в изучении воспитания человека. Не виноваты учителя, виноваты законы, которые принимаются там. Даже сегодня звучит, я не знаю, Максим Алексеевич, не школа, а учитель, это как называется? Образовательное учреждение, которое предоставляет услуги. Это вообще понятие даже. Я считаю, конечно, оттуда начинается политика государственная. Ведь всегда, во все времена, учитель славил Россию. А сегодня у нас учителя иногда на неправильной позиции стоят. Мало платят, да, может и недостаточно так. Но мы не за этим шли. Мы шли за тем, чтобы учить. Это наше было призвание. Поэтому вот роль школы, мне кажется, вот в этом вопросе, Максим Алексеевич, поскольку вы здесь представляете эту систему, надо будет пересматривать, конечно, в воспитании наших детишек. Я вам приведу пример. Вот по водному, в субботу. Заходим мы, бывшие педагоги, я, Киселева Галина Викторовна, Мила Леонидовна Афанасьева, в кабинет замдиректора. Сидит социальный педагог, который, извините меня за выражение, свою попу даже не подняла. Ей где-то в пределах 40 лет. Вот она сидит, разговаривая с нами, мы стоим, а она сидит. Ну это же учитель, воспитатель. Тебе доверили, да ты сам должен быть воспитанным. Она как пила чай с Сушечкиным, она закончила и с нами продолжала общаться, перебивая. Вот, пожалуйста. Надо, может, даже иногда воспитывать самого учителя, воспитателя, прежде чем доверить воспитание детей вот этому человеку. Второе, по студенчеству, поскольку опять, вот тоже хочется привести такой пример. Сегодня у нас студенты идут не по призванию. Не все, я имею в виду, не все. Вот такой случай. Учитель, вернее, поступила на факультет из Усть-Куломского района одна девочка. Это конец, наверное, первых числа сентября. Все радостные, приняли, соответственно, сколько-то граммов, открыли окно, и полуголая встала и начала кричать, привлекая к себе внимание. Это будущий учитель. То есть в студенческой среде роль подготовки тоже нужно будет лучше. Значит, семья, школа, подготовка кадров. Следующая роль СМИ в патриотическом нравственном воспитании молодежи. Ну, все мы видим шоу никому не нужное, да? Типа Малаховых по 4 раза, Джигарханяна и Цымбалюк. 60 минут, которые кричат, ругают, перебиваются, и все, не буду перечислять программу. А где программы, кроме третьего канала, которые могли бы нести детям нравственность?
Или вот фильмы, хорошие старые фильмы, начинаются в 5-6 утра, особенно просыпаюсь рано утром, включаю, вот там эти хорошие фильмы. Или об истории Отечества после 24 часов. Слушайте. А в республике, вот вы скажите, пожалуйста, что у нас в республике? Какие передачи есть, программы какие есть, какие выпуски газет, где все это? Ничего. Так вот давайте, чтобы не зря мы собирались, мне кажется, надо сделать обязательную рубрику. Вот мы с Юргеном заключили Республиканский совет ветеранов договор. Они выиграли грант под наш даже проект. Они будут освещать и освещают деятельность старшего поколения и с ребятами. Вот мы съездили с пограничниками, с афганцами в Жешев, был у нас десант. Мы возили инвалидов войны, участников, вернее, войны, Ручек Николай Ильич и ребята, в общем, 18 человек приезжали. Пожалуйста, целая передача на телевидении была посвящена вот этому. Давайте мы все-таки на уровне республики, не на уровне России, что-то делать здесь у себя. Пусть республика газета, пусть вставку какую-то, может быть, делать, да? Раньше, вспомните, и Мурзилка, и Пионерская, правда, точно. Нет, Отечество было, ставка в республике. Но в любом случае, было, опять было. Давайте вернемся к этому. Значит, роль СМИ, нравственное и военно-патриотическое воспитание наших детей. Так, дальше. Роль нашей ветеранской организации. Вот сегодня очень много возмущений афганцев, а их сегодня я не вижу. Боевое братство есть, да? Нет. А вот союз афганов в лице исполнительного директора Рассохина. Вот я ему сказала, к сожалению, нет, да, потому что у них тоже, может, даже в их адрес сейчас вы некоторые высказали, да? Может, если... Нет, зачем высказывать? Но нет, имеется в виду предложения какие-то, их роли. Можно высказывать без названия организации. Ну, в То есть любом саму случае, проблему предложение. Ну, о роли ветеранской организации, почему вот мы предлагаем свои услуги? Но дело в том, что мы ведь люди, прожившие жизнь, знающие очень много, испытавшие на себе. Поэтому мы можем как-то свои методы и разговоры, ведь мы в семье воспитываем наших детей, воспитываем внуков, поэтому есть чем поделиться. Сегодня у нас привлечение ветеранских организаций не планово, эпизодически. 9 мая, вот перед 9 мая начинаем, а потом все забыты. День пожилого человека, акции какие-то проводят, потом опять все забыто. Я предлагаю построить всю систему именно потихонечку в виде каких-то месячников, как это и было раньше, да? Все равно нужно проводить, и мы должны больше с вами общаться. Мы, старшее поколение, скоро уйдем. Но у нас вот последователи наши остаются, ребята молодые, которые прошли всякие точки и все остальное. Ребят, побольше нужно и самим выходить в школу, вести кружки и проводить мероприятия. Вот давайте в этом вопросе мы с вами объединимся. Я не буду делать отчет, какие мы акции проводим. Мы с Димой очень много, с Виталиком. Мы проводим с Жеребцовым Центр поддержки молодых инициатив, все вместе вот как-то. С Министерством образования, везде мы все вместе. Приглашайте, мы открыты всегда. Но я вот конкретно предлагаю в план, на общий наш план, такие мероприятия. Во-первых, нам пока не поздно, мы должны готовиться с вами к 75-й годовщине Победы. Это отражение мероприятия должно найти. И если будет финансовая возможность, немножко отойду в сторону, значит, вот сегодня план, который мы имеем по нравственно-патриотическому воспитанию, это набор просто мероприятий, без финансовой поддержки. Он действительно как бы не объединяющий. А тут надо поконкретнее. Поэтому я предлагаю вот в этот план включить, Максим Алексеевич, вот автопробег какой-нибудь сделать, может 1, 2, 3 автобуса, людей старшего поколения, молодежь учащуюся, студенческую молодежь. И вот автобус памяти в тот же Волгоград, бывший, или Сталинград, бывший, должно обязательно найти, как тем более 1 февраля 75 лет победы в Сталинградской битве. Почему бы не использовать эту дату? Я считаю, что вот это мероприятие тоже должно найти. Значит, о работе и выпуске, может быть, этих телепередач я уже сказала, СМИ задействовать. Поэтому давайте это мы введем вот традиционном десанты. Сегодня участников войны осталось чуть более 100 человек.
И то не ходячие. В строю несколько, до десятка не дают. Но они готовы всегда участвовать активно в любых мероприятиях. Давайте вот этот десант, участники войны, ветераны войны, это труженики тыла, допустим, блокадники, все остальные, ребята, афганцы, чеченцы, пограничники, моряки, давайте будем выезжать в сельские районы, где живьем не видели человека. Вот сейчас Николай Акимович приехал, Оручев, подходят ребята, хлопают, это у вас настоящие медали где-то гладят, то есть действительно настоящий ли этот человек. Мало видят таких людей. Когда он рассказывает, рты раскрыты, и ребята, то есть что-то ребятам рассказать очень много. Общение вот это, потом мастер-класс, соревнования, даже ребята у нас устроили свою команду и участвовали с детьми. Это же просто здорово, это воспитание. Пусть мы не всех воспитаем, но те, в свою очередь, тоже будут воспитать. Вот роль патриотических клубов и везде вот эти десанты. Давайте сделаем традиционными. Мы сейчас едем в Пажду с таким же десантом. Нас попросили просто. Приходило Министерство спорта, мы будем участвовать вместе с ними. Приглашаем всех ребят. Затем мы в марте едем в Прилузский район, то есть вот в перспективе. Но это все инициатива наша, людей старшего поколения. А может быть инициатива молодежи. Дальше. Я предлагаю еще вот какой вариант. У нас есть молодежное творчество. А почему мы с ними не можем посодействовать? Эти не список ребят, а что вам-то надо? Почему мы не устроим опрос старших классов или кого-то ребят? А что вам надо? И мы готовы прийти откликнуться на то, что они предлагают. Вот это бы хотелось тоже. Так, ну и по предстоящему плану патриотического воспитания. Вы знаете, сейчас готовится новый, да, Максим Алексеевич, программа? Программа, она утверждена, есть комплексный план, который утвержден, плюс летом мы дорабатывали совместно с ветеранскими организациями как раз план мероприятий, который включал бы не только вот то, что традиционные мероприятия, но и те мероприятия, которые необходимо туда включить. Вот он живой, то есть можно добавлять и можно даже разделы, вплоть до того, что разделы включать. То есть вот то, что мы сегодня говорим, и что люди скажут, потому что наболело уже, я думаю, все равно должно найти отражение вот в этом плане, потому что сегодня он не соответствует. Набор фраз такой, что очень страшно даже. Читать не хватает времени, не говоря уже осмыслить, что там делается. Так, роль патриотических клубов. Вот когда выезжали мы в Зеленец, выступали ребята, руководители патриотических клубов, и мы поняли, что единения и единства нет. То есть их руководители не собирают, не обучают, ни обмена опыта, ничего нет. Я считаю, этот вопрос тоже нам нужен, потому что роль этих патриотических клубов очень велика. Нам никогда нельзя допустить, которые вот сейчас я узнала сведения о том, что собираются деньги для того, чтобы купить значки и форму юноармейцам. Неужели эти 200 тысяч нельзя сложить в бюджете? Позорище. Родители собирают. Про что это собирается? Нельзя этого допустить. Это тоже унизительно. Поэтому, заканчивая свой монолог, я хотела сказать, пожалуйста, давайте объединимся, чтобы вот такие мероприятия у нас не проходили бесследно, чтобы мы все-таки воспитывали людей, которые, это же будущее хозяева нашей Родины. А кто они будут, зависит от вас. Спасибо, Людмила Александровна. Да. Можно, коллеги, для того, чтобы немножко добавить, согласен был с Александром, но чтобы мы все-таки учитывали возрастные особенности. Хочу сказать, что вот та аналитика, та статистика, которую вы проводили по поводу, откуда черпают информацию молодых граждан, конечно, газета «Республика» и телеканал «Юга», это, к сожалению, это даже не 10% получения информации. Мы буквально на выходных закончили первое тоже, провели координационное совещание по работе с молодежью при Министерстве образования. Мы такой орган совещания создали, пригласили всех в муниципальное образование, в том числе активную молодежь, участников фестиваля. И мы будем популяризировать, молодое поколение понимает, хэштег «Молодежь-11», то есть это ВКонтакте, в любых социальных сетях, YouTube, прочее, хэштег 11. Я думаю, просто в той учебе, которую мы будем делать на базе ПРИРО,
мы готовы обучать как специалистов, которые занимаются патриотическими испытаниями, так можно и представителей ветеранских организаций, потому что все равно, я знаю, 100% мы уже и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и везде есть. И вот эту информацию просто размещать в социальных сетях вот, с хэштегом там, «Республика 11», понятно, что республики будут, люди старшего поколения читать, им это будет очень интересно. Но чтобы мы хотели, чтобы если бы молодежь была, все-таки соцсети, они охватили нас, и мы от этого никуда не уйдем. Поэтому я все-таки предлагаю, чтобы мы помимо Юргана и помимо республики использовали очень активно социальные сети, но для этого обучили, как составить, потому что сейчас никто не читает статью там, на 4 разворотах. 140 слов заинтересовало, не заинтересовало. Поэтому то, что касается ветеранов, я просто сам с Устинского района, мы тоже и с коллегами, кто с кем работали, с Евгением работали, у нас такая практика была, встреча 3 поколений ветеранов. То есть как раз это еще 10-15 лет назад было, когда ветераны войны, ветераны Афганистана, и тогда новые ветераны чеченцы собирали вот эти все мероприятия. В принципе, это о чем вы говорите, то же самое сейчас у нас получается, просто уже более старшие ветераны Афганистана, более старшие ветераны чеченской кампании и новые ветераны, которые служили в армии, в том числе горячей. Поэтому я думаю, что это тоже замечательно. По Сталинградской битве, просто тоже по опыту, допустим, Калининградской области, они вообще планируют отправить поезд Победы с Калининграда на Белиз Сталинградской. Конечно, нам, не знаю, получится, не получится, есть вроде и поезд, но сколько это будет стоить денег, конечно, было бы замечательно, если ветеранов отправить на поезде в Сталинград. Я думаю, что тоже это бы, наверное, было бы очень такое Знаковое событие. Работая Конечно. министром, я сама возила в Волгоград, вот 5 человек. Мы ездили туда. Однозначно кто-то поедет, потому что я знаю, что Минтруд всегда одного-двух человек отправляет и на Курскую битву. Но если бы так вывести именно ветеранов нескольких поколений, было бы, конечно, наверное, более... Да, всех мы возили. Это все, что как бы просто добавить. Я думаю, надо включить и попросим, давайте, пусть это будут и студенты, и дети, общего Вы рассказали о единстве поколений. Это очень важно, и то, что говорил Максим Алексеевич, что есть уже хорошие сложившиеся традиции единения поколений, потому что действительно поколение Z, поколение Y – это другое поколение. Но несмотря на это, мы должны вырабатывать единые ценностные ряды для граждан Российской Федерации. И вот именно в этом единстве, о котором вы говорите, и наша сила, только благодаря именно единению поколений мы можем сформировать то, что мы с ней обсуждаем. Это именно гражданская идентичность. Именно то, что мы говорим сейчас и обсуждаем, это мы говорим ради чего? Для того, чтобы сильно мы формировали граждан Российской Федерации. Спасибо, Людмила Александровна. Я знаю, что мы ведем протокол, и я очень надеюсь, что все ваши рекомендации, они будут представлены в резолюции. Мы, уважаемые коллеги, вам направим проект резолюции, чтобы вы тоже еще могли внести какие-то коррективы, рекомендации и в этот проект. Спасибо. Очень важно, что мы говорим сегодня не о мероприятиях, а действительно о событиях, которые происходят в каждой организации, образовательной организации, в общественной организации. И в этой связи нам очень важно позиция Николая Исаевича, Николай Исаевич. Мы с вами тоже обсуждали и ставили задачи, которые вы и ваша команда может реализовать. Вам слово, Николай Исаевич. Спасибо. Я очень рад, что вот это мероприятие проходит в этих стенах института. И поэтому я поставлю на свое краткое выступление в рамках, наверное, учебно-методического подхода и, так сказать, подготовки кадров. Значит, первое, что хочу сказать, что этим вопросом мы с Максимом Алексеевичем уже на совещании у замглавы Натальи Алексеевны обсуждали, и поэтому я вот практически весь этот период поддерживал контакты с заместителем министра и всегда ощущал его помощь. Значит, я хочу несколько конкретных предложений, наверное, хочу сказать. Первое. Начну с того, что вот я прочитал в газете вопиющий случай, произошедший в Эжинской школе. Когда, так сказать, общественная организация, я не буду называть ни фамилии, кажется, ни общественных организаций, проводив занятия, совершено, так сказать, тяжелое ранение школьника на показательных, так сказать, занятиях, мастер-классах и так далее. Здесь я усматриваю
нужно, в первую очередь, я обращаюсь к общественникам, что необходимо четко, во-первых, ограничить допуск к проведению занятий лиц, не имеющих специальной подготовки. Даже в советское время, чтобы человек стал общественным тренером, инструктором, он должен был иметь не ниже там, мастера спорта звания, если не имеет специального образования, допустим, по физкультуре и секции, и защитить квалификацию, пройти курсы нештатный инструктор по конкретному виду спорта. Сегодня в рамках коммерции, я честно скажу, у нас появилось десятки, вот сотни, так сказать, вот этих секций различного плана и при образовательных учреждениях, и на различных коммерческих базах. Поэтому я сейчас предлагаю четко Министерству образования, Минобразнадзору, Минюсту, Министерству внутренних дел четко вести реестр, проверить все школы, проверить все группы, кто ведет эти занятия, неважно по какому направлению, и допускать только людей, имеющих образование. Это первое, по кадрам. Потому что мы имеем, так сказать, знают ли эти люди методику, имеют ли они специальную квалификацию, подготовку, владеют ли они с методикой, так сказать, мер безопасности и так далее, имеют ли специальный диплом, квалификацию. У нас сегодня в России все могут лечить, учить, играть в футбол. Поэтому я хочу сказать, что мы должны вот четко поставить грань и не допускать до воспитания, обучения людей, какую они несут идеологию, откуда появляются потом скинхеды. Поэтому это относится не только, как говорится, и к гражданским, но и к общественным организациям. Я говорил уже с теми же в Зеленце на эту тему. И как раз эта же организация, я опять не буду, она и как раз явилась, участник этой организации, и явился, вот я взял вырезку с этой газеты, как раз проводил занятия с общественной организацией. Я повторяю, не буду называть, потому что это некорректно. Как же общественная организация это имеет свой устав и свои, так сказать, оценки деятельности. Следующее, что я хотел сказать, что сегодня мы вместе с институтом проводим большую работу по подготовке программ. Это «Служу Отечеству», по-моему, и так далее. Программа подготовила достаточно квалифицированно. Я, правда, 3 дня писал свои рекомендации, рецензии, написал, учтутся они, не учтутся, но я писал, исходя из своего опыта, почти 20 лет я был начальник отдела специальной боевой физической подготовки Министерства внутренних дел, занимался комплектованием учебных заведений, готовил спецотряды, так сказать, и обучение по месту службы наших, так сказать, милиционеров, УФСИН и пожарных, когда они были еще в МВД. Вот, поэтому хочу сказать, что программам надо еще раз посмотреть внимательно. Они сделаны с уклоном на общеобразовательный уровень. Я скажу кратко, что там необходимо обратить внимание на тот специфику тех задач, которые стоят сегодня перед образовательными учреждениями в рамке общероссийского движения школьников и общероссийского патриотического движения юнармия. Вот. Здесь я просто хочу сказать, что есть и проработаны в свое время и в России, и в странах СНГ программы первоначальной военной подготовки, программы допризывной подготовки, которые можно использовать как базовые структуры и, так сказать, на основании вот этих программ делать какую-то типовую, может быть, рекомендательную программу для вот этих общественных движений и здесь. Следующий момент, который бы я хотел коснуться еще по кадрам, это о том, что сегодня мне Министерство образования, опять же, спасибо заместителю министра и отделу кадров, дали перечень вакансий по преподавателям ОБЖ. Согласно, так сказать, федерального центра Министерства, функции по военно-патриотическому движению возложены сегодня для реализации на преподавателя ОБЖ и завучей по внеклассной. Поэтому я считаю, что надо на базе института
значит, посмотрев вот тот перечень вакансий и квалификацию людей, которые занимают эти должности, я пришел к выводу, что ну, процентов, наверное, 50 не служили в армии. В общем, это учителя истории, географии или других дисциплин, физкультуры, труда и так далее. Поэтому здесь нам надо вот дать им базовую подготовку вот по этой дисциплине, чтобы институт совместно с министерством где-то это даст нам качество. Следующий момент, который бы я хотел обратиться, чисто по, может быть, юнармии. У нас, я убедился, что очень грамотные, инициативные ребята, вот Дмитрий и по Сыктывкару Морозов, по-моему, да, возглавляют. Вот. Но нам нужно ветеранам, в первую очередь ветеранским организациям, помочь этим ребятам. В мысли в том плане, у них есть инициатива, у них есть молодость, как говорится, но им надо как бы базовые знания, и это должно подкрепиться, во-первых, их какой-то начальной военной подготовкой, первое, и второе, обязательно нужно дать им из молодых, так сказать, специалистов в рамках, чтобы у них в рамках помощников были люди, имеющие или обязательно военное образование, чтобы могли здесь консультировать их и работать в паре. Вот. И второе, чтобы из числа также пенсионеров правоохранительных органов или других. Потому что мы, как говорится, бросили ребят под танки, у них много энергии, сил, но главное, чтобы у них не опустились руки, потому что надо еще иметь базовые знания. Потому что все-таки я посмотрел обзоры в интернете по юнармии, специфика там идет начальная военная подготовка, допризывная подготовка, учредителями там являются Министерство обороны, нет, частные лица там идут, но, так сказать, главными спонсорами, если так можно сказать, идут это Министерство обороны, ДОСААФ. Поэтому нам надо, конечно, здесь в этом плане еще посмотреть. И чтобы я хотел еще закончить свое выступление на патриотической работе. Опять же, сегодня у нас сложилась такая практика. Учитель неклассной работы бегает, ищет, кто носит форму, кто носил погоны и приглашает на проведение каких-то патриотических мероприятий. Сегодня мы опять же забываем, что и есть практика, и даже в моей жизни было, что приходят ребята, да, он хорошо воевал, он служил хорошо в армии, его надо привлекать к патриотической работе. Но что иногда некоторые наши выступающие, не имея даже какого-то, может быть, ни высшего, ни специального образования, не могут сказать внятно и говорят, на наш взгляд, может быть, не совсем то. Какую идеологию, откуда появляются, повторяю всегда, правые, нацисты, скинхеды, потому что мы должны построить вот эту военно-патриотическую работу в учебных заведениях, я подчеркиваю, и, про, так сказать, организации я не буду, в том плане, чтобы туда шли люди, подготовленные, имеющие какую-то базовую подготовку и по какой-то, может быть, даже специальной программе, или лекционный материал у них был, чтобы они по этому лекционному материалу выступали. И второе, конечно, если человек приходит, может быть, он хороший шофер, тракторист, строитель, но он не может два слова связать. О чем он говорит? Как он сидел на губе в армии, или как бегал в самоволке, или водку пил, извиняюсь. Это не то, о чем должны услышать наши дети. Поэтому мы сегодня предлагаем, надо создать из числа ветеранов Министерства обороны, военнослужащих, правоохранительных органов, там много юристов и людей, имеющих лекторскую группу по каждому муниципальному образованию, чтобы отдел народного образования были эти люди. И, конечно, надо немножко им платить, потому что задергали вот ветеранов войны у нас, один был покойный сегодня, Василий Иванович, извините, задергали человека, как говорится, что у нас не было и нет других ветеранов войны.
также, чтобы, я говорю, что вот в этом плане, я считаю, обязательно нужно нам серьезно поработать. Поэтому я вот на этом хочу закончить. Спасибо, что вы пригласили и дали слова. Спасибо, Николай Алексеевич. Уважаемые коллеги, может быть, к нашим выступающим есть вопросы о очень содержательном выступлении Людмилы Александровны, Николая Исаевича. Да, я, Дмитрий Михайлович, вам слово, Дмитрий Михайлович. Есть вопрос. Да, наверное. Николай Александрович, вопрос по структуре Юнармии. Хотелось бы, конечно, вам задать, если вы говорите, что нам нужны помощники в лице компетентных людей, кто проходил воинскую службу. Скажите, пожалуйста, в Юнармии какой состав штаба есть? Какая структура? Я не могу знать тонкости, потому что я не вникаю. Я могу вам задать вопрос, в каком году отменили крепостное право, вы не сможете, наверное, мне ответить. Вот. Поэтому я я просто хочу сказать, Дмитрий, что чтобы ответить на ваш вопрос, я должен заниматься, как говорится, конкретной отраслью или профессией, быть хорошим водителем, все. Вы занимаетесь сегодня, и поэтому ваш вопрос, я считаю, немножко... Нет, это был просто наводящий вопрос, чтобы Да. я небольшую ввод не дал. У нас есть состав штаба, региональные и местные штабы, в которые входят как раз представители ветеранских организаций, которые нам в этом вопросе помогают. Морозов Павел Дмитриевич, который вы привели в пример, он является не начальником штаба, он является заместителем начальником, является руководителем САП, он является офицером, но он достаточно компетентный человек в этом вопросе. Что касаемо меня, я также проходил воинскую службу и компетентен в вопросах призывной подготовки граждан. Поэтому вот в плане помощников по... Тут здравое предложение о том, что там, где этого нету, общественные организации ветеранов готовы помочь. Тут это не критика, это предложение. Я дальше хотел к этому прийти. Дмитрий, я вас похвалил. Я сказал, что Можно я попрошу все-таки, чтобы по повестке выступил Виталий Викторович? Я просто потом, коллеги, прошу прощения, у меня просто по Новому году уже пожарные мероприятия, которые... Да, уважаемые коллеги, спасибо. Я тоже хочу высказаться присутствием Максима Алексеевича. У меня тоже с ним давно завязка. Да, Галина Николаевна, тогда вам слово. Нет, дочь директор, что Вы хотите Да, давайте, я очень Очень важный вопрос – это развитие кадетского образования в Республике Коми. У нас действительно уже сложились лучшие практики, и Виталий Викторович представит именно практику не только своей организации. Я хотел поговорить не о практике, хотел поговорить именно о проблемах. На сегодняшний момент у нас в Республике Коми всего 2 школы, именно кадетские школы. Это Становская кадетская школа, это Селенская кадетская школа, Севака Володовича. В остальных школах у нас образование кадетских классов. Право на это нам дает закон Республики Коми о кадетском образовании Республики Коми. Какие проблемы, что кадетские школы, что общеобразовательные школы с кадетскими классами, с какими проблемами сталкиваются? Во-первых, у нас отсутствуют минимальные материально-технические и кадровые требования для открытия либо создания кадетских классов. На сегодняшний момент достаточно желание директора приказ по учреждению сформировать на базе такого класса, кадетский класс. Что нам это дает? К сожалению, на сегодняшний момент тоже наблюдаю у нас качество приходит в количество, к сожалению. Да? Потому что в некоторых школах и на рождественских чтениях, если я не общался, сначала вроде как кадетский класс открыли, да, но дальше открыли, но дальше эти ребята стали, я извиняюсь, забыть все, что готово. Больше не хочу. Как таковой, конкретной работы с ними не знаю. Кадетское образование – это не… Как такового, да, вот я очень многих коллег услышу, что нет. Дальше, правильно, очень много здесь сказано. Нет единства требований. Нет единства очень идеологических подходов. Естественно, одним из самых больших, скажем так, вопросов деятельности кадетской школы является финансирование. Конечно, очень много могут пахать, что не хватает финансов и так далее, да, но я предложу какой-то новый. Также существует проблема штатного расписания подготовки кадров данного вида. Финансирование чего? Конкретно чего? Сейчас, секундочку, да. Финансирование, начиная от материально-технической
материально-технического оснащения. Чего нет? Чего не хватает? Чего дать? Что на сегодня Да, не хватает, понимаете, я могу очень много изучать, начиная с того, что родители форму шьют сами. Ну, от формы, да. Ну, это начинаем. И заканчивая тем, что элементарно не, ну, допустим, руководителю школы, да, мне необходимо там хотя бы внешний вид школы, да, в порядок приводить, чтобы дети 1 сентября могли прийти в Это нормальную общие школу. вопросы. Это да, общий не только вопрос. академии касается. Форма, понятно, это... Общее Но финансовое. если кадетов, то, Если скажем так, по кадетов, 340-му счету практически ничего не выделяется. Да, не могу ни макетов закупить, ни плакаты какие-то, Ну, ничего. не Да? Которые необходимы именно Которые необходимы именно для кадетского образования. Мы об этом, Да, наверное, да, говорим да, все-таки, да, да? Мгм. да. Какие-то ученические пособия, какая-то наглядная иллюстративная Да, продукция. Вот я бы да, так допустим, говорила, сегодня да. я как бы ищу спонсора, чтобы мне сделать стенды с военачальником, начиная, допустим, от Дмитрия Донского и заканчивая там вашим жуком. Да? Ну, естественно, на современном уровне, не как пока что Коленко, да, вот, и так далее. Чтобы это все было, потому что визуальный эффект для детей тоже очень много значит. Не должно быть это все перед глазами. Помимо того, что мы говорим, что родители это все должно быть перед глазами. Также существует проблема штатного расписания подготовки кадров для данного вида деятельности учреждений и отсутствие единой материальной базы. Какие хотел бы я предложить возможные способы решения? Это разработка на уровне министерства, только на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики республики, минимальных требований для открытия кадетских классов. Чтобы какие-то минимальные хотя бы материально-технические кадровые требования были все-таки. То есть должны быть такие лицензионные требования. То есть Ну, даже возможно, решение даже- назвать возможно, организацией. даже, Возможно, это... Да, возможно, даже так. Да. Чтобы мы, к сожалению, ну, ушли от этого перехода качества конечно. Также хотел бы попросить разработать кроме Республиканского института развития образования примерную программу по государственному воспитанию кадетов. Но также с учетом того, что одно дело это работа в кадетской школе с кадетскими классами, и другое дело это работа военно-политического класса. То есть тут немножко будет часовка другая, тут немножко нужно разделять эти вещи. Да? Также по вопросу финансирования, естественно, никто не просит аману неизвестно. Да? Хотя бы можно было, возможно, выйти с предложением разработки республиканских грантов для поддержки кадетского образования, кадетской школы. Или школ с кадетскими классами. Чтобы могли мы поучаствовать именно в этом. Грантовая поддержка. Да, да, грантовая поддержка какая-то. Да. Возможно, даже там софинансирование какого-то, ну, каких-то там. Ну, субсидии еще. Субсидии, да, гранты, субсидии. Ну, что-то, да, это вот на уровне, да, уже правительства. И также очень хотелось бы попросить наше министерство рассмотреть вопрос увеличения штатных единиц для кадетских школ, а также общеобразовательных учреждений с кадетскими классами. Естественно, в соответствии с количеством классов и с количеством учащихся в этих классах. Потому что на сегодняшний момент, когда у меня был один кадетский класс, у меня было 2 педагога, организатора штатных единиц нет, а там на сегодняшний момент у меня 8 кадетских классов, 160 человек, 2 педагога организатора, мне не хватает, что это да? Да, естественно, мы выходим из положения, мы приглашаем, которые нам помогают, нам и ветераны помогают, и афганцы помогают, и чеченцы помогают, да? Но тем не менее, было бы намного проще с людьми договориться, если была какая-то штатная единица, вот, и людям нужно было в это время хоть как, но Скажите, есть какой-то хороший опыт, лучший опыт других регионов? Я думаю, штатное расписание. Даже в детском исключении, уже была директор школы, так же, как ваш выступает сейчас в Великом Устюге, вот там школа, и там действительно опыт очень хороший. Другой штат, другое формирование, другое штатное Да, расписание. они добились. Я тоже использую механизмы задействованы антинаправленные. И хотелось бы еще, конечно, попросить, может быть, какой-то единый интернет-портал, да, для накопления методической базы. Это очень хорошо. Может быть, на портале открытое образование Республики Коми создать Возможно. отдельный Да, раздел да, по кадетское кадетскому образованию да. с лучшими практиками. Да. Да, это очень хорошо. Ну, если как,
Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Галина Николаевна, Да, вам Галина слово. Владимировна, большое спасибо, что я сегодня с вами познакомилась и вот сразу попала на такое содержательное мероприятие, тем более, что в Институте развития образования и в присутствии заместителя министра образования. Значит, я очень кратко хочу сказать, что я мама погибшая в Афганистане, и в Ухтыле носит школа номер 2 имя моего сына. Это единственная школа в республике, которая в соответствии с распоряжением Совета министра Российской Федерации носит имя воина-интернационалиста, да, с 1989 года, то есть уже скоро 30 лет, как это имя на школе. Кроме этого, значит, я хочу сказать, что ветераны Афганистана провели очень большую работу на общественных началах, и у нас фактически в каждом городе, районе есть школа, где выпускники этих школ погибли, и на школах висят вот барельефы с фамилиями, именами, отчествами. Я не буду, конечно, как сказать, есть что сказать, но я не буду терять ваше время, пользуясь и понимая то, что Максим Алексеевич должен уйти. Вот как мама, занимая определенные посты, вот эти все 30 лет, мне этот червяк душил вот просто до умопомрачения от того, что, понимаете, нельзя патриотической работой заниматься вот на твою жизнь. Вот проводить мероприятия, не понимая, для чего эти мероприятия проводим, не понимая, что мы хотим получить в результате. Вот мою комсомольскую юность был такой пример. Я приведу вам пример. Значит, идет, у нас тогда была форма устные журналы. Я собрала 250 человек, молодых комсомольцев, посадила их в зале, пригласила ветерана Великой Отечественной, понимая, что этот человек политически подготовлен, он ветеран Великой Отечественной войны, предоставила ему слово, ветераны не с чувством долга выступает, всегда выступает он перед комсомольцами и говорит: мы воевали, фашисты на нас, мы на них, мы там огонь, там стреляем, там бомбы, там... Но среди нас трусов не было. Зал 250 человек умирает со смеху. Результат этого мероприятия нулевой. Второй пример, свое личное восприятие по поводу. Значит, были поезда дружбы. Мне сказали: давай, собери вагон, я собираю вагон комсомольцев и по городам героям. Приезжаем в Брест, это еще до 90-х годов, но там уже вот загнивало вот это все, этот наш любимый загнивающий Запад, он уже был там в Бресте. И мы идем в музей Брестской крепости, да, я подхожу к раздевалке, а мне предлагают польские вещи. То есть вот я к чему? Я к тому, что сегодня вообще рядовому человеку, учителю, сегодня быть очень сложно патриотом, потому что если мы посмотрим вот это вот развитие нашей страны, и когда ты видишь, что тут миллионные или миллиардные доходы дневные, а учитель получает за месяц непонятно сколько, да, а ей надо и планы все писать, и мы еще и весной просим эту работу, это, конечно, очень сложно. Я хочу поддержать вот Виталия Викторовича и вас, Галина Владимировна, в том плане, что вот вы сейчас произносите, значит, как вот правильно, чтобы процитировать вас, да, значит, единство поколения, гражданская идентичность, там, и прочие вещи. Но когда, если мы посмотрим на это, я ничего не критикую, я не собираюсь это делать, потому что мы собрались здесь не критиковать друг друга, а понимать, что нам нужно сделать, чтобы идти на шаг вперед. И если мы посмотрим на этот план патриотических мероприятий, что я о нем хочу сказать? Я хочу сказать, что в целом и общем, и в плане в том числе, у нас преобладает мероприятийный подход. И если мы посмотрим, у нас нет там преамбулы, для чего этот план, на основании чего он разработан, что мы хотим получить в результате. И вот здесь уже как бы мысль Виталия Викторовича, что нет единых требований, что нет единой идеологии у нас в республике. Мы говорим о своей республике. Если вот Галина Владимировна выступает сегодня, у нее одна точка зрения, Максим Алексеевич будет, а единого вот такого, от чего должны отталкиваться общественные организации? Общественная организация – это не государство. Государственная должна быть линия общественной организации как помощники, как вот реализация. Один на армии занимается, другой афганцами и так далее и тому потом. То есть я к тому, что вот поддерживаю Максима Алексеевича, он говорит, что план открытый, что его нужно и можно дорабатывать. И я думаю, что вот это сообщество может в этом поучаствовать. Это первая как бы моя такая мысль, не знаю. Я хочу сказать, что, учитывая вот свое как бы состояние, значит, я вышла с предложением, в том числе и в Ухтыл. И меня глава администрации поддержал. И они сейчас вот вместе с министерством работают, отрабатывают.
что если мы берем и говорим, что у нас есть школы, носящие имена афганцев, да, где есть выпускники афганцев, то тогда возникает вопрос, мы прилепили вот эту барельеф, да, а вообще воспитательная работа чем-то этой школы отличается от других школ? Ничем. Если я посмотрела вот во вторую школу, там есть концепция развития школы, но там абсолютно нету ни одного словечка, которое бы как бы вот на эту тему отвечало, да? Поэтому вот очень хорошо, что мы именно на площадке Института развития образования проводим вот эту вот дискуссию. Я полагаю, что вот в этом направлении, Галина Владимировна, вы как ректор, наверное, вот должны что-то продумать, что у нас вот и кадетская школа, то есть должно быть четко сформулировано, что мы хотим получить. Поэтому в этой связи я предлагаю, что у нас в 2019 году будет 30 лет вывода войск из Афганистана. У нас есть совет по патриотическому воспитанию при главе Республики Коми. У нас Людмила Александровна сказала о дате Великой Отечественной войны. Так вот, что касается афганской темы, чеченской темы, да, я считаю, потому что здесь вот неразрывно это у нас Афганистан, потом Чечня и так далее. То есть я, если говорю афганцы, воины-интернационалисты, я имею в виду вот это вот новое поколение ветеранов. Почему бы нам на этом совете, кстати, вы мне не отвечаете на этот вопрос, я предлагаю, что при главе республики необходимо эту тему обсудить конкретно. И конкретно обсудить, что вот у нас 21 территория в республике, есть такие школы. Проанализировать сначала, какая там суть этой воспитательной работы, а потом, возможно, выработать рекомендации этого совета по патриотическому воспитанию. Да? Потому что я предложила УПТЫЛ, это всесоюзная ударная комсомольская стройка. Если школа носит там гены Кравченко, я не требую, Вера тоже не даст мне соврать матери, мы с чем сталкиваемся? А что она хочет? Я написала, работаете, братья, где я вас там слегка сказала, что, ребята, а вообще какой у вас праздник? 30 лет вашей общественной организации – это не праздник, это результат работы вашей общественной организации. И результат есть здесь сегодня на лице. И вы не должны перед чиновниками, в хорошем плане, в смысле, вот так вот прогибаться, спасибо, спасибо. Сегодня государство должно вам сказать спасибо, что вы патриоты, вы стояли, как сказать, защищали интересы нашего государства. И, господи, мысль кидается, так хочу быстро, потому что вы торопитесь. Да, при главе. Значит, предложила, что Всесоюзная ударная комсомольская стройка, что ведь суть-то не в фамилии, а в патриотическом воспитании, военно-патриотическом воспитании. Это не значит, что надо через запятую только фамилию упоминать. А что касается УПТЫЛа, да? Значит, это богатейшая история, это вообще газовая столица нашей республики. Масса людей, которые еще никуда не ушли, и которых вот можно сегодня рассказать, чтобы дети выходили с этой школы, и они знали, почему, что такое город, с чего он начинался, так, как делается это в Усинске. Как делается в Усинске. 25 лет афганскому выводу войск из Афганистана приглашают меня в школу, не без критики, Максим Алексеевич. Ну, во-первых, ни о чем не предупреждают. Митинг начинается, а мы слово предоставляем Галине Николаевне. Ну ладно, слово предоставили, как-нибудь выкрутимся с этого слова, да? Музей в школе. В этот день что сделали в музее? Сделали раздевалку. Куда это годится? Дальше заходим в зал, а афганцев нету. Думаю, где же афганцы? Они, вот я их знаю всех по УПТЫЛу, там есть разные люди, афганцы, да? Есть, которые, как сказать, ну, может быть, спились, по-разному судьбы сложились, да? Но тем не менее, даже те, которые в социальном плане уже как бы не отличаются хорошим там манерам и прочее, но они пришли, они нарядились, их туда пригласили, они сюда повесили свои те ордена, а у них руки эти синие, да? Они их оставили на улице раздели, оставили в феврале, 14 февраля, чтобы завести в зал и чтобы мы все их похлопали. То есть вот безумству храбрых поем и песню. Может быть смешно, не знаю, или грустно. Вот, то есть вот в этой работе нет мелочей. Здесь или душу вкладываешь, сердце вкладываешь и делаешь, и лучше, меньше, но лучше. И если вот это вот собирать все под одну как бы крышу, что вот мероприятие, нам не нужны много мероприятий. И я считаю, что обсуждение вот на заседании Совета при патриотическом воспитании при главе, как раз вот вывод войск, 30-летие вывода войск из Афганистана, нужно вот эти вопросы обсудить, как сегодня
слово не подыщу лучше, но как использовать ресурс афганцев, потому что уже Людмила Александровна сказала, у нас вот в Уктыле, например, там уже нет ветеранов действующих, ну как ветеранов Великой Отечественной, там или дети войны, или в общем уже, ну как бы к войне чуть-чуть там косвенно причастный человек. А ветераны Чечни, Афганистана – это практически ровесники, или как сказать, вот оно близко, и нужно это использовать. Да, я согласна, что не все агитаторы программисты. Для этого, вот как раз было здесь звучало, что на площадке Института развития образования надо учителей к этому готовить. И если я приглашаю ветерана, как вот я пригласила, так может быть лучше сегодня рассказать о нем, показать его, пусть он с орденами, может он на какой-то вопрос ответит. А самого, что мы хотим от них получить? Им было по 18 лет, их загнали на войну, они видели кровь, они видели смерть, да, а мы говорим, иди теперь как наградное пособие в школу и о чем-то выступать. О чем он может выступать? Мы сегодня знаем, что у нас, Жень подсказывает, у нас на момент 89 года в республике было 5000 афганцев. 3200, сейчас осталось где-то 1500. Где эти люди? Эти люди действительно, там, знаете, говорить о том, что все они выехали, ну, статистики этой нету. Но эти люди, которые душевно, наверное, и умирали, и умирают по сей день, потому что на государственном уровне, понимаете, не на бытовом уровне, а бытовом на это можно не обращать внимания, наплевать, но на государственном уровне нет той достойной оценки, которая должна быть сегодня и чеченцам, и афганцам, и так далее. Поэтому вот это второе предложение, которое... Третий момент, значит, я благодарю вас, что вы мне прислали вот по школьному музею города Вуктыла, но у нас ведь целая серия музеев школьных. Посмотреть вообще роль этих музеев. И я не поняла сегодня с этого ответа, что если даже есть свидетельство, что есть вот там в реестре Российской Федерации этот музей, имеет ли возможность вот этот музей иметь свой счет, деньги сегодня вопрос этот стоит, да, вот свой счет иметь, получать какие-то спонсорские средства, потому что без копеечки все равно развития никакого нет. Вот, поэтому здесь вот я думаю, что Институт развития образования совместно с Министерством образования надо обратить вот именно на это направление. Роль школьных музеев в военно-патриотическом, патриотическом воспитании в целом. И еще одно предложение, здесь уже оно прозвучало, я хочу еще как бы акцент немножко добавить по грантовой поддержке. В свое время, когда я работала в общественной палате, да, значит, как раз вышла вот на арену ТОСы, территориальное общественное самоуправление. Но опять же, вот без денег, да никуда не шагнешь, будь ты там трижды патриотом. Значит, тогда мы решали вопрос, что вносили дополнение в закон, я сейчас вот волнуюсь, не вспомню, как он называется, где четко было прописано, что ТОСы вот в грантовой этой государственной поддержке, они там фигурируют на законодательном уровне. И я считаю, что вот патриотическое воспитание в скобках военно-патриотическое точно так же нужно идти по этому пути. И потом, гранты, ну что такое, я сейчас анализирую уже несколько лет подряд, вот объявляются гранты на уровне муниципалитета, на уровне республики, кто во что гораздо, кто пляшет, кто поет, кто читает, кто что-то. Нужно государство, денежки, их надо считать. И мы знаем, что патриотическое воспитание – это корень воспитания по большому счету. Так если это корень, значит надо четко давать людям установки, что вот именно будут приниматься проекты, оцениваться и финансироваться вот по этому направлению. ТОСы, патриотическое воспитание, значит патриотическое воспитание четко. Потому что, опять же, пример привожу из жизни, Галина Владимировна. Съездила я в Иб, и там есть музей хороший вот в этой деревне, Ибу, да? И мне рассказывают, что наши женщины, наши общественные организации выиграли грант, купили там избу, знаешь, привезли куда-то какой-то там лес, хотели что-то там делать, какую избу. И что? Благополучно сгноили лес, стоит эта изба, не востребована. Это грантовая поддержка. Это как пример негативный. Нельзя вот просто так раскидывать вот эти денежки. В общественной палате я занималась этим вопросом несколько лет подряд, поэтому примеры могу продолжить. Это не должно быть. У нас государственных денег очень мало, очень мало. И мы должны четко понимать, что, как и почему. И последнее. Вот что без души нельзя этим вопросом заниматься. Вот я на протяжении всей своей этой жизни, 30-летней, да, вот все время слышу, что она хочет. А когда она уймется, да, Вера, мы ничего не хотим, но мы никогда не уймемся.
Никогда мы не уймемся. И пример забыл. Ну ладно, вот на этом я, наверное, так на вздохе я закончу свою пламенную речь. Сюда же вот один пример хочу привести. Коллеги, 12-я можно школа. я вас А, попрошу да, на- я хочу привести, вот, извините. Давайте Вот отпустим 12-я. Максима Алексеевича. Имени Олега Кошевого. Вы знаете, они вообще не читают эту книгу «Молодая гвардия». У меня там дочь учится. Говорит, как так? Почему вы эту книгу не читаете? Нет никаких мероприятий, чтобы это сделать Я актуальным. выпускница этой школы. Я закончила уже 25 лет назад, но я могу сказать, что всегда мы произносим, вот все мои одноклассники, все, кого я знаю, что я выпускница школы номер 12 имени Олега Кошевого. Там были хорошие традиции. А сейчас великолепный музей. У нас было 31 января, это день памяти молодогвардейцев, когда мы все с дрожью проходили мимо памятника Олега Кошевого. Мы знали всех молодогвардейцев. Это была единственная работа. И мы знали наизусть главы из молодой гвардии Александра Фадеева. А сейчас это есть? или Сейчас нет. Я знаю, что Вот моя дочь 10 класс, Но я ее заставляла все лето почитать эту книгу. Она говорит, мама, зачем? Нам это никто не дает. связано именно с Заставляет. спецификой каждой организации. У каждого есть свои традиции. Я еще говорю, мы выпускники, мы всегда говорим имя Олега Кошевого, мы все произносим. Сейчас как 12-я школа, какая 12-я школа? И вот это то, что связано, то, что, о чем вы говорили, это роль руководителя организации, это роль педагогического коллектива, это формирование идеологии внутри организации. В каждой организации есть те, кого мы должны помнить и чтить. Я уверена, что в каждом муниципальном образовании это есть дни памяти, они должны быть. Поэтому, конечно, о чем мы говорили, есть комплексный план, а есть судьба каждой организации, судьба выпускников этой организации. Поэтому спасибо, то, что вы, то, о чем вы говорили, это очень важно. Важна роль музейной педагогики. Да, Коллеги, я очень благодарен вам за конструктивность. Хочу Дмитрия Михайловича попросить о том, чтобы он озвучил информацию о тех грантах, которые проводятся именно для физических лиц, и именно по военно-патриотическому воспитанию через ВОЗ молодежи. Дмитрий Михайлович скажет об этом. Благодарен. Телефон, все знаете, готов также участвовать дальше. Ну, Новый год и безопасность тоже немало. Вы приняли участие, мы Когда с приглашаем наступающим? общение. Я думаю, что еще до Нового года с вами Нам очень Максим важно, Алексеевич, я что позвоню, Да. встретимся, там несколько мы примем вопросов. предложение в резолюции. Очень- Сергей Иванович здесь да, тоже. Да, нам очень важно, что Так у что вас есть месяц. большое спасибо. До свидания. Извините еще. Галина Владимировна, ну, это несущественно, но я хочу продолжить вашу мысль, что и сказать, ответить на ваш вопрос, вот вопиющий, который вы задаете, что традиции эти утеряны. И вот вы говорите о своих как бы, одноклассниках. Я хочу сказать, что я сегодня, у меня тоже книжечку, я небольшую выпустила, «Долг памяти». Так вот, я имею отзыв от директора музея 12-й школы об этой книжке, да? Но за второй школы, где мой сын, я его не имею. Меня приглашают в педагогический колледж, меня приглашают в детскую библиотеку города Сыктывкара, а вот тут, если я не навяжусь, а я это не делаю, меня туда не приглашают. Это роль директора. Это Однозначно. его позиция. И вот в этом поле, Поэтому, коллеги, мы очень надеемся, что эта запись, которую мы предоставим, она будет являться основой для не только раздумий, но и для принятия решений на уровне каждого муниципального образования. Спасибо, Галина Николаевна, это очень важное направление нашей совместной деятельности. Коллеги, я предоставляю слово Дмитрию Михайловичу Алексееву. Дмитрий Михайлович, прошу вас все-таки рассказать о юнармии, как о Вкратце движении. вашей поездки. Знаем, что да. была очень важная поездка. Я понял, что необходимо не только перспективу, наверное, и текущей деятельности тоже запомнить. Ну, перед этим предупреждал. Я человек, который писал часть ответа на ваше письмо, которое вы писали в Министерстве образования. Я там указывал, что у нас есть юнармейские отряды, и на них вы можете находить абсолютно контактные данные, если необходимо, я вам лично передам. И вот это те ребята, на которых вы можете основываться, те, которые будут изучать, те, которые будут заниматься. Не всегда администрация школы поддерживает инициативы. Они есть, конечно. И дети очень инициативные. Вот. Но вообще-то На все- Муктыре? Да, в Муктыре есть два отряда, и одни из них ездили в 2016 году на наш слет. Вот в 2017, к сожалению, Я вас слышу и как бы вас слышу, я вас поддерживаю, но вы понимаете, мне 68 лет. Я сколько еще буду выходить на этих детей, да?
я сегодня беспокоюсь о том, чтобы с этой вывеской моего сына, которая на школе развивается, как этикетка на костюме, да, чтобы тогда, когда я уйду в мир иной, чтобы ее не содрали и краской не залили, как памятник Алёше. Вот я чего беспокоюсь. И по большому счету я и Вера, мы не должны эти вопросы, мне даже неудобно, вы понимаете, 30 лет работала, но я думаю, она там сидит, как будто жизнь моего сына чем-то отличается от того, что кто там сидит, а кто там, допустим, год летает. Жизнь человека. Так что я вас учту, ваше предложение. Да, Спасибо. можно еще одно замечание. В течение нескольких месяцев мы организовывали республиканские методические объединения. И на прошлой неделе состоялось первое установочное собрание руководителей образовательных организаций Республики Коми. Возглавляет данное объединение Штин Александр Васильевич. Галина Николаевна, если вы разрешите, на следующем заседании мы поставим данный вопрос именно о военно-патриотической идеологии внутри каждой организации и о миссии руководителя, который должен позиционировать вот то, о чем мы говорили. Если вас требовали, я с удовольствием. Мы вас пригласим, потому что это очень важно, и на самом деле роль руководителя, о чем вы говорили, она должна быть ведущей. Надо просто туда добавить, что у нас 130 как бы минеральных досок на школах висит. Да. Из них 80 погибших афганцев, И что делать основных руководитель? И что в школах-то делается? Мы что же как бы не Ничего, коллеги, поэтому очень важно эту тему. Нет, что-то делается по памяти датам. В лучшем Потому случае. что мы подключаем к заседанию все муниципальные образования. Очень надо. Вот. Коллеги, на прошлом заседании в нем участвовало в онлайн-подключении было 300 директоров образовательных организаций, поэтому мы сейчас не можем к ним напрямую обратиться, но в рамках заседания метод объединения, давайте мы напрямую к ним обратимся. Поставим как отдельный вопрос, вот это уже в конце января, Николай, если будет возможность, то это важно. Спасибо. Я продолжу. ЮНАРМИЯ, Всероссийская детско-юношеская общественная организация, которая объединена в Республике Коми, региональное отделение, насчитывает более 2000 юнармийцев, более 100 отрядов юнармийских, 20 муниципальных штабов в каждом муниципальном округе. Последняя открылась совсем недавно, то есть в Печорском районе Санкт-Петербурга есть. Это те ребята, которые будут изучать историю, изучать героев Великой Отечественной войны и военных войн. Это те ребята, которые, возможно, пойдут служить. Но они будут в любом случае патриотами, мы для этого, в принципе, работаем. Эти вот штабы, которые у нас сформированы, о которых я изначально говорил, вы не подумайте, потому что я просто молодой передачи и хочу ответить на где-то не то, как мне кажется, правильно это должно было звучать. Я действительно просто горю на работе, я этим занимаюсь и хочу этим заниматься. Поэтому у меня очень бурная реакция возникает. Эти 20 штабов, в них входят ветераны Афганистана, руководители ПИСАФ, представители управления образования школы, представители военно-патриотических клубов. Это те люди непосредственно, кто взаимосвязан, включен в патриотическое воспитание. То есть мы старались включить вот все субъекты патриотического воспитания, которые находятся в муниципальном образовании. Ну, соответственно, какие перспективы, координация патриотической работы как раз через вот эти вот координационные советы. Тут важно отметить то, что мы стараемся поддерживать инициативу детей, и те штабы, которые созданы, они административно детям должны будут помогать. У нас проводились некоторые мероприятия, именно, которые были инициированы детьми, в том числе День Героев Отечественного. Мы, соответственно, с детьми это все организовывали, делали и помогали. По дальнейшему развитию мы будем делать лагеря для инвалидов республиканские, чтобы все дети могли присутствовать. Мы будем подключаться к проектам ветеранских организаций, обязательно будем приглашать ветеранские организации. Вопросы с кадетским образованием у нас тоже стоят на повестке дня, мы разбираемся. Тут нам нечего делить, мы работаем над патриотическим воспитанием молодежи и как-то разделять детей. Здесь мое такое символичное мнение, да, что ЮНАРМИЯ, как бы она создана и должна нам объединить именно кадетское образование и военно-патриотический клуб. Так и сделано, да? Юная армия. Да. И туда должны все Там уже чтобы кратко по ЮНАРМИЯ, наверное, образно все. Если будут вопросы, я обязательно... У меня вопрос. Вот я хотела
вот сейчас действительно много говорится и про кадетское, и про юнармию, и все. А вот именно самоконкретно, вот, допустим, какая-то школа, конкретная школа, значит, там есть направление юнармия и кадетский класс. Если там костяк какой-то, что он отвечает именно вот за то, что вот делается, Я понял вопрос. понимаете, Да. надо иметь костяк. И еще второй. И планируется ли в каждой школе сделать хотя бы действительно, вот у нас много очень повешено мемориальных досок на школах, что у нас действительно афганцы, чеченцы воевали. И если планируется ли сделать действительно музей или комнату памяти, и чтобы вот эти вот руководители, которые именно костяк этого руководили и приводили пример, и делали для того, чтобы вот пойдемте, ребята, я вам покажу, расскажу, и вы должны это все передать другим. Если делается ли вот это вот в школах, да, чтобы как не получилось, выкинули и все. Потому что вот правильно, я с Галиной Николаевной согласна, что я вот столько времени провела для того, чтобы сделать доступ сыну и еще другому афганцу. Николай Александрович присутствовал на этом мероприятии. Это все моя инициатива. Если бы не попала я, когда были с министерства, то ничего бы не получилось. Потому что и сейчас до сих пор, в данный момент, у меня нет возможности пока обновить еще стенд. Вот именно там, где вот есть материал о моем сыне, я еще пока никак не могу добраться до этого. Могут ли это вот сделать эти юноармейцы или кто-то еще? С вашего позволения отвечу со второго вопроса. Давайте. Юноармейцы могут ли они это делать? Сейчас, после 9 числа, вышла инициатива и от детей, и от руководителей. 9 декабря? Да. День героев. День героев. Ну, понятно, да. Не только героев, опять же, не тех, кто погиб, исполняя воинский долг. Ребята готовы заниматься именно историей этих ребят, то есть поднимать и рассказывать. У нас были проведены классные часы, именно посвященные 9 декабря героев Отечества. В каких-то школах конкретно или же во всех? Было предложено всем школам по всей республике, плавно переходя к первому. У нас в каждой школе есть юнармейский отряд. Из них есть лидер юнармейский. Юнармейский лидер, это командир отделения. Вот это Он я спрашиваю. входит потом в городской состав, либо в муниципальный, в зависимости от количества. И они уже принимают решение, какие акции поддерживать. Ну, какую-то программу создают они, чтобы по этой программе работать действительно с этим вот, с ребятами, со всеми, или нет программы? Программа есть большой очень план наши армейские. Тоже, к слову сказать, у нас единственное, кто представил есть федеральный план, мы сделали республиканский и предложили поучаствовать в его наполнении. И единственное, кто предложили, это Союз Совет ветеранов и ребята пограничники. Там вот, где я сам учился, там школа имени 28-й Еврейской дивизии. Там столько у нас воевало участников. Это же нужно расширить, так сделать. Афганцы, чеченцы есть, это все нужно. Нет, так это сейчас это и создается. Это как бы они только начинают. Вообще год работает, грубо говоря, они структурно только сейчас создаются. Еще там вопросов много будет. Нужно просто помогать им, Надо подсказывать. вместе разработать. И даже годы. Вот я считаю, надо нам совместно с помощью ветеранских организаций, общественных организаций в части просить главу республики, правительства о закреплении за юнармией, обратиться к крупному налогоплательщику. Ну, Лукойл не надо брать, у них там уже много висит. У нас десятки крупных налогоплательщиков. Этот вопрос рассматривается в других регионах и решается очень хорошо. То есть заключается договор социального материального партнерства с какой-то крупным налогоплательщиком, неважно, там нефтяная компания или другие у нас есть, и здесь уже решается много проблем, потому что вы сами понимаете, что без финансовой составляющей, пускай и правительство выделит какие-то там деньги из своего бюджета на это, но обязательно, чтобы это движение имело какую-то поддержку спонсорскую, назовем, из числа, или они свои гранты делают, или, так сказать, другие мероприятия берут проведение. Второе. Я считаю, что в школах надо обязательно во всех образовательных создавать, конечно, классы, материальную базу укреплять, для того, чтобы хотя бы закупить элементарные, так сказать, атрибутику, начиная с муляжей оружия, противогазов, средств связи, мототехники, может быть, и так
так далее, чем привлекать детей. Потому что одной строевой подготовки и строим песни, как говорится, армия заканчивается, кто служил в армии, знает, романтика армейская заканчивается в 3-й день, а начинается служба и тяжелая работа. Поэтому детей надо завлекать перспективой поступления в специальные высшие учебные заведения Министерства обороны правоохранительных, а это будет как раз профориентация. И даже такой вопрос, как профориентация поступления на службу в правоохранительные органы после службы армии по рекомендации юнармии и так далее. Вот эти моменты нельзя сбрасывать. И повторяю, что все-таки нам, вот так как мы находимся в образовательном учреждении, сегодня надо сделать акцент нашего круглого стола, это пожелание, не поймите, что какая-то критика я в этом плане, потому что только профессиональные кадры, подготовленные грамотные программы дадут нам качество работы, неважно, как говорится, в юнармии или в других, так сказать, и только отсюда можем мы, так сказать, получить какой-то положительный результат, и в том числе в военно-патриотическом движении. Спасибо. Вопрос Михайловна Дмитрий Михайлович. Дмитрий Михайлович, у меня вопрос вот следующего характера. Значит, вот региональный центр, региональное отделение, вот юнармия, да, это фактически государственное требование или это общественная организация? Но это также, у нас пионерская организация тоже была общественная организация. Это практически одно и то же? Или Юридически это общественная организация. Юридически. Но фактически, так же, как была... под эгидой Минобороны. Значит, я правильно поняла, что Минобороны, а Минобразование к этому Российское движение школьников, с которым мы сотрудничаем, отвечаем за военно-патриотическое направление. Ну вот здесь надо цепляться за государственный уровень, вот этим общественным организациям, чтобы были единые требования, как вот Я третья общественная должность, это руководитель направления в Российском движении школьников за военно-патриотическое направление. По финансированию да, и грант сейчас создается попечительский совет, который вот все, о чем мы говорили, в принципе, будет осуществлять функцию. По грантам. Сейчас вы на сборе руководителей, и там есть такая структура, которая это все проводит, называется Роспатриотцентр. Они очень много выдают грантов физическим лицам, но только молодежи, то есть не до 30 лет. Найти молодого человека, которого вы подготовите, который сможет представить ваш проект, это на самом деле несложно. И там разыгрываются очень большие деньги. У нас в республике есть конкурс проектов, которые проходят осенью, и есть проекты в рамках через Минэкономики, и через Минэкономики, да, это также. Вот на федеральном уровне там действительно большие шансы зацепиться, подать заявку и выиграть. Потому что там денег больше, чем у нас. И деньги там выдают достаточно хорошо. У нас 4 проекта в последний месяц выиграли деньги. То есть там гранты от 100-200 тысяч рублей. То есть это вполне реально для реализации программ. И это не только на физических лиц. Есть специальные субсидии, на которые могут претендовать образовательные организации и общественные организации. Но там есть 3 направления. Это краеведческая работа, поисковая работа и волонтерские организации в патриотическом образовании. Сейчас мы на слете выступили с инициативой, что мы включили еще призывную подготовку. Для чего мы, в принципе, и работаем, для чего мы это все проводим. Вот. Такие меры поддержки, и в этом надо участвовать. Я, получается, пока работаю, не принимал участие и считаю это себе большим минусом, то, что я это не делаю, сейчас будем делать, потому что это привлечение федеральных грантов, это не деньги республики, и большие плюсы республики, Можно вопрос? Не так просто. Эти гранты, они в рамках программы патриотического воспитания, которая вот до 2020 года, да? Вот именно в рамках этой программы. И плавно переходя, конечно, о многом хочется рассказать. Вот, все вопросы, которые вы... Коллеги, Дмитрий Николаевич, вы говорите уже о перспективах, и то, что вы уже предлагали, я понимаю, что находит отражение в планах развития юнармии и Центра поддержки молодежных инициатив в том числе, да? Насчет... можно, да?
Да, коллеги, это очень важная информация. Коллеги, Министерство обороны у нас не является спонсором бинарни, она не является инициатором, ну, и как Министерство обороны, оно финансировать просто не может. Естественно, она поддерживает, но не финансово. Там есть другие спонсоры, рекламу которых я производить буду. По допуску в школу людей, которые не подготовлены. Я считаю, что у нас в республике нету так много людей, которые хотят в школу прийти и работать с детьми. Необходимо, наверное, не проверять их, не давать им какие-то бюрократические элементы, чтобы они не приходили в школу, а наоборот, их научить. У нас было на слете такое мнение, чтобы провести просто повышение квалификации для ветеранских организаций, для тех людей, кто работает. И для этого необходимо субсидию от Министерства образования на проведение этой работы. Я думаю, вот этот вопрос можно включить в протокол итоговый, потому что это действительно необходимо. У нас очень мало ветеранских организаций, которые действительно работают. Виталий Виталий это один из тех, кто действительно подключен к работе и на любой звонок, на любую просьбу всегда положительно откликается. Базовый урок мы перейдем к базовой программе, которую мы сейчас обсуждаем. У вас она записана как примерная программа, а в Российской Федерации на федеральном уровне она определена как базовая программа. И эту программу разработали в 2015 году, и ее не просто придумали, именно вот в Индии, ее собрали со всей России и применили. Там очень много практик, и чтобы потом не возникало вопросов, не только просто прописана база с тезисами, на сайте Вымпела есть методические рекомендации. То есть сами темы, как проводить занятия, это все есть. На самом деле мы идем немножко впереди. Вот эту вот программу Вымпел направил через министра образования Российской Федерации, которая раньше была президента, она одобрила и пустила дальше. Сейчас она находится на рассмотрении в Российском движении школе. Соответственно, после утверждения она придет к нам как база. Мы сейчас идем немножко впереди. Как они будут соотноситься, две эти программы? Базовая, федеральная и наша, которую мы сейчас вот посмотрим в одном описании? Они соотносятся просто. Вы берете вот те материалы, которые у меня есть, добавляете свои региональные, то, что мы сделали сейчас. То есть мы берем базу как стержень нашей программы и далее при необходимости будут нанизывать те материалы, которые будут сегодня представлены, и на основе предложений наших коллег тоже мы можем дорабатывать данную программу. Те клубы, которые работают, они добавляют свой компонент, свое направление. Да, у Николая Савича, я знаю, что если ребята говорили, Николай тоже просит вас, может быть, подключиться, Можно, да, да, уже да, программа. Уважаемые коллеги, и если мы уже перешли к программе, я предоставляю слово Елене Кальницкой, исполняющей обязанности заведующего центра развития общего образования и воспитания нашего института совместно с Дмитрием Михайловичем и с Николаем Исаевичем была уже проведена работа не только по созданию, но и по экспертизе данной программы. Это была инициатива, я мы очень благодарны Юнармии, Российскому движению школе, чтобы такая программа появилась в каждой образовательной организации. Мы очень рады, что на уровне федерации рассматривается уже проект базовой программы, поэтому, конечно, это опыт нашего института, совместный опыт с организациями общественными. Нам очень важно, чтобы сегодня мы смогли и ваше мнение услышать по данной программе, по данному проекту. Пару слов передать. Мы прорабатывали также вопрос комиссариата. Сначала было небольшое недопонимание. Понятное дело, люди военные, очень все категорично понимают. Потом провели работу, пообщались, сейчас они сказали, они поддерживают. Все хорошо, так что мы сейчас уже с разрешения А на сайте у вас выложено? Подождите, да, Посмотри, попробуй, что-то пригодится. Итак, это программа. Это Санкт-Петербург. По предложению, да, вот Алексея Дмитрия Михайловича, мы, методисты Института развития образования, разработали примерную дополнительную общеобразовательную программу. Ну, с названием мы взяли вот федеральное, да, мы не стали менять, хотя это рабочее название, служу Отечеству. И каков был запрос? То есть существует
Существует большое количество военно-патриотических клубов, при центрах доп. Образования, да, при общеобразовательных организациях, существуют кадетские классы, в общем, масса структур, которые занимаются патриотическим воспитанием. И необходима какая-то методологическая, скажем так, методическая основа, на которой они могли базироваться. Потому что не секрет, каждый центр, каждый педагог разрабатывает свою программу под себя, под свою образовательную организацию. И когда мы приступили к разработке этой программы, конечно, первый вопрос был такой, насколько это надо, потому что разработать какую-то одну программу для всех невозможно. Потому что у каждого района специфика, у каждой школы своя специфика и так далее. Но тем не менее, запрос такой был, и предложение мы приняли и включились в работу. Значит, эта программа получила свое первое обсуждение на семинаре 10 ноября в рамках слета Юнармия, да, и 47 педагогов ее обсуждали. Вот Виталий Владимирович тоже, тоже присутствовали при этом обсуждении. Она первоначально, то есть мы не скрываем, что мы взяли за основу ту самую федеральную базовую, да, которая в настоящее время будет дорабатываться. И много что мы из нее убрали. Почему? Потому что вот, Николай Исаевич, вы говорите, что она такая общеобразовательная получилась, но я все-таки считаю, что программа для кадетских классов действительно должна, она может отличаться существенно. Да, программа для Центра дополнительного образования или для общеобразовательной организации другая. По военному патриотическому воспитанию это будет третья программа. Потому что там действительно усиленная ОФП, да, там военная, огневая и прочая подготовка. И мы сначала сделали ее такой более мягкой. Сейчас, по настоянию, опять же, значит, членов, вернее, участников того семинара, много появилось обратно. То есть вот сейчас структуру, Ван Станович, если вы откроете, структуру содержания, то есть какие разделы в настоящее время внесены. Можно структуру содержания? Нет, у нас нет содержания. Тогда календарь тематический план. Чем она отличается? У вас сказано военно-патриотическая адаптация. Да. Вот почему военно-патриотическая? Потому что мы внесли обратно эти разделы. Это программа модифицированная. Эта программа чем еще отличается от федеральной? Тем, что она абсолютно, вот смотрите, да, она подстроена под структуру требований наших дополнительных общеобразовательных программ. Потому что федеральная программа, она другая, она имеет другую структуру, другой календарно-тематический план и так далее. То есть любой педагог, когда посмотрит, он потеряется сразу же, да, и он потратит много сил для того, чтобы адаптировать федеральную к нашим республиканским требованиям. В данном случае это уже сделано, да, значит, календарно-тематический, да, разделов всего на данный момент, вот мы видим 9, да, и расширен блок исторический, мы видим. Небольшой блок психологии мы оставили, федеральным он побольше существенно, да, там предполагается обучению азам спецслужб, да, и так далее. У нас это большей частью мы ориентируем наших школьников на личность, коллектив и такие базовые понятия, да, и встроены в программу предлагаются вот такие разделы, как основа военной службы, строевая огневая подготовка, мы все-таки соединили. Почему? Потому что при желании педагоги могут ее развить, если у них на то есть какие-то условия, да? Но чаще всего в общеобразовательной школе, в центре дополнительного образования нет специальных отдельных условий для огневой, предположим, подготовки на отдельный большой там хороший блок. Эта программа в настоящее время на 3 года рассчитана. Первоначальный вариант был на год, но все педагоги высказались, что на год это мало, 3 года оптимальный срок, поэтому 3-годичная программа рассчитана на возраст 11-12 и 16-17 лет, да, то есть это разновозрастная достаточно группа. Предусмотрен также блок воспитательной работы. Что нужно здесь еще понимать? Да? Здесь предложен методистами очень важный блок, тот, которого нет в федеральном блоке, это контрольно-оценочный этап. Да, его в федеральном просто нет, а наши программы, они без этого невозможны. Поэтому мы это все предлагаем, разрабатываем. И определены контрольные темы, которые очень важны в каждой из блоков, да, на которые нужно будет
небольшие методические рекомендации по разделам. Ну, это не обязательные части, но все-таки мы их сделали. Действительно, есть на данный момент рецензии на эту программу. Вот Николай Саевич Беляев, он достаточно ценные рекомендации дал, мы к ним прислушаемся. Рецензия от Людмилы Александровны Жуковой, да, от военкомата республиканского также получена рецензия. Ко всем рекомендациям мы очень внимательно прислушались, уже очень много правок внесено. И этот проект программы еще раз будет вынесен на научно-методический совет института. И я думаю, что мы рекомендуем его к внедрению, да, как примерно. Все-таки она будет примерной, потому что, еще раз подчеркиваю, каждая образовательная организация возьмет то и модифицирует ее дальше под свои условия. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Уважаемые коллеги, мы хотели, чтобы к нашему обсуждению присоединился Евгений Аркадьевич. Да, вы уже обсуждали. Я прошу прощения, можно я покину? Да, жаль, сколько у нас? А времени осталось без 20, через 20 минут Ну что, я хочу поблагодарить, значит, всех присутствующих за ценные мнения, за ценные предложения. Вот. Хотел бы остановиться в каком плане? Скажу, начну с юности немного. Да, мы вот как вот сейчас ребята молодые, я также пришел с армии, вот, создавали военно-патриотические клубы. Где-то около 10 лет я, может больше, значит, непосредственно. У нас тогда были клубы «Десантник». И первое финансирование мы тогда получили от, если тогда я помню, Людмила Александровна работала в профсоюзах. Вот, первое финансирование тогда было, пробивали с профсоюзов. И эта сеть была, вот почему-то «Десантник» создали, и эта сеть была полностью сделана по всей республике. Да, военно-патриотические клубы. Основная цель была, тогда, к сожалению, шла война необъявленная в Афганистане. И мы, которые прошли эту войну, мы старались ребят, которые уже являлись запределенной молодежью, подготовить в армию, чтобы наиболее меньше ребята, ну, если кто попадет в горячие точки, несли потери. Вот. Это у вас была основная цель. И мы тот опыт свой передавали, который получили там. Хотя мы были не педагоги и так далее, но все, что могли, делали в этом плане. И я считаю, что, может, мы не одну жизнь в этом плане спасли. Но в связи с вот дальше развитием, потом, конечно, был у нас дикий рынок и так далее, все патриотические клубы позакрывали, нехватка денег, тяжелая ситуация в стране, все, кто постарше, помнят это. Вот. Потом, значит, тут все шло так по спирали, патриотическое движение, военно-патриотическое движение у нас в республике, по крайней мере. Значит, то скауты потом у нас стали, потом кадеты, потом, значит, юнармия и так далее. Все это вот идет. Я, конечно, да, сторонник того, чтобы, конечно, объединить, да, в одну хорошую организацию. Конечно, есть разные мнения, есть разные направления, вот, есть разные приоритеты, но если организация, никогда из многих организаций не сделать одну сильную. Это вот такое мнение. И мы пошли сейчас, вот, допустим, мы пришли к тому, что те вот, которые, у нас же как было, вот Галина Николаевна подтвердила еще эти же слова, у нас было как, вот нас там, сколько школ уже не помню, я больше 40 школ ходил на протяжении, я не знаю, вот 30 лет занимаюсь ветеранским движением, наверное, в каждой школе неоднократно он был. И были музеи у нас здесь, и музей Жилина на Морозова создавали, и 36-й школе, много где было чего сделано. Ну, к сожалению, время идет, и даже сами тоже тут подчеркнули, директора школ, может быть, от безысходности и так далее. Некоторые музеи закрывали, там открывали компьютерные классы, там где-то там еще что-то. Также вот
центре дополнительного образования, вот наш Дом пионеров бывший, тоже там много, там тоже клуб интернациональной дружбы, мы с Марией Васильевной Каракозовой создавали, вели ее на протяжении там, я не знаю, лет 15, наверное. Вот. Вот это просто хочется вспомнить, и хорошо, если, дай бог, у ребят, как бы, если которые работают особенно на безвозмездной основе, а мы все время занимались на добровольно этими делами, по зову сердца и так далее. Может быть, сейчас да, я как бы не отрицаю, может, перегорели уже, устали, может быть, и так далее уже, как бы. Ну вот, чтобы ребята свой, как бы, тот задор и желание, чтобы они не растрачивали. И вот, как бы, от боевого братства мы так как сейчас подходим к этому вопросу. Мы вот с Николаем Исаевичем вычленили, благодаря Ганову, как сказать, моему земляку, вот, мы вычленили те должности, которые есть непосредственно в школах, и туда устраиваем офицеров, вот, которые, работа должна быть системная. Вот не то, что мы пришли в урок мужества, задаю вчера своему сыну вопрос. К вам приходит с уроком мужества, сын 15 лет физмате учится. Вот. Вам, говорю, уроки мужества проводят? Да, проводят. А что вы делаете? А первые ряды сидят, говорит, а мы все играем в телефон, понимаете? Я говорю, как ты, я ж тебя там воспитывал туда-сюда. Вот такой подход. А говорю, вот самое, что понравилось, как сказать, вот когда к вам приезжают ребята с наградами там и так далее, что самое большое понравилось? БТР, говорит. Понимаете, вот как ему уже подход такой? Хотя я его старался воспитывать, хотя на 9 мая вот мы выходим, ветеранская колонна, я говорю, пошли со мной, тебе будет приятно идти с отцом, с ногами. Он говорит, нет, портрет деда, и я иду в общую колонну, бессмертный полк, понимаете? Вот, как бы, думаю, не так просто, как бы. Так что вот подход к этому должен быть системный и профессиональный. Я Николай Исаевич правильно сказал. Катя, сейчас скажу, он молодец. Я говорю, вот, знаете, вот я сейчас тоже ездил в этом году через общественную палату и общественный совет МВД, где состою. Смотрите, что у меня высвечивается. У нас очень много военно-патриотических клубов, спортивных клубов. Там работают люди, которые реально беззаветно верят в свое дело. Поэтому надо этим людям помочь. Не надо понять с моих слов, что запрещать, но я считаю, что на базе института с помощью Министерства образования надо этих людей собрать, обучить, дать им определенное направление и поддержать их, вплоть до материального стимулирования. Вот это, и знаете, и последнее его словам, и словам Людмилы Александровны, объединить в общественной организации нельзя. Это каждая самостоятельная общественная организация. Их можно только консолидировать, чтобы у них были одни задачи, одни направления. Но сделать какую-то одну общественную организацию верховной на другой, мы получим то, что мы имели 3 года назад в республике. Вот на этом я хочу закончить. У нас есть предложение, Татьяна Сергеевна, то, что мы с вами обсуждали, да. это очень важно. Уважаемые коллеги, действительно очень приятно всех увидеть здесь, кого-то еще раз, кого-то впервые. Я хочу сказать, что Центр развития общего это такая консолидированная структура, и Центр воспитания организовал в этом году и вообще традиционно много мероприятий, посвященных духовно-нравственному, патриотическому воспитанию. И я, как вот руководитель этого центра, я могу сказать, что с каждым из вас, я думаю, что более плодотворно в следующем году мы будем работать. Потому что, действительно, общественная организация, образовательная организация должны работать действительно в совокупности вместе. И такие предложения конкретные от Института развития образования, вот ваши предложения мы все зафиксировали, да, в итоговом протоколе, я думаю, что вы их найдете. Значит, разработать, реализовать дополнительную профессиональную программу повышения квалификации руководителей, инструкторов военно-практических клубов и кадетских классов. Может быть, это будут разные программы. Да? Скорее всего, это будут разные программы. Мало того, вот такой проект уже нами разработан, внутреннюю экспертизу прошла программа, и в следующем году мы надеемся ее активно реализовать. С
привлечением вас как преподавателей в том числе, да, то есть вы носители уникального знания, которое вот должно быть реализовано в этих программах повышения квалификации. Также мы приглашаем вас к активному сотворчеству с разработки модулей. Вы должны понимать, что в настоящее время модульные программы, то есть вот есть большая программа, и они могут быть реализованы частично там, на 18 часов, это 3 дня. Они могут быть реализованы дистанционно. Есть много материалов, да, которые мы могли бы дать на заочное обучение. Да, и вы как раз-таки носители этого уникального знания. То, о чем мы говорили, например, музейная педагогика. То есть это вы можете отдельный модуль, Николай, уважаемые коллеги, вы можете его разработать вместе с нашими методистами. И это можно представить как уникальную авторскую программу для директоров школ, для педагогов, для руководителей, мы говорили уже о клубовских, да, классов. И вот такие модули, они должны быть как можно разнообразнее. Поэтому, когда мы говорим о повышении квалификации, мы должны понимать, что это не раз в 3 года повышение квалификации. Мы можем представлять разнообразные траектории для наших педагогов. И они будут включаться в эту системную работу. И мы будем повышать квалификацию наших педагогов вместе с вами. Потому что мы понимаем, что теория уже никому не нужна. Нужна именно программа практика-ориентированная, конечно, с уникальными знаниями, в том числе по теории, но именно вашей позиции. Как мы говорим, да, что у нас авторы, это именно авторы, которые несут то знание, которое мы не можем подчеркнуть ни с какой монографии. Вот нам важно именно, чтобы мы могли вас и записать, это могут быть и видеолекции. У нас есть очень хорошие уже ресурсы для того, чтобы мы обеспечили открытые дистанционные курсы, в том числе ваши коллеги. Поэтому на сегодняшний день вот то, о чем мы говорили, это создание условий для профессионального развития наших педагогов. Да, и Виталий Викторович, с вашей стороны, например, это могла быть там, программа стажировки, да, у вас есть чем поделиться, тот уникальный опыт, который может быть реализован в программе повышения квалификации, небольшой, 18-часовой, да, то, чем вы уже готовы делиться. И это тоже очень, я думаю, что важно. То есть, ну, вы учитель, вы вспомните с нижней области женщина, которая уже в возрасте выступала, ничего там не, она как классный руководитель в классе, она там такую работу проводит, а категории учащихся у нее какие? Детдомовские, готовность немножко... Вот это о чем говорит? Это говорит о человеке. О человеке. Что человек, вот правильно, правильно говорит, то есть директор, его это беспокоит, эта проблема. Он этим занимается, соответственно, у него и коллектив. И вокруг у него коллектив такой. Галина, пожалуйста, просто я хочу привязаться еще к этой, так сказать, ну, как я не знаю, вопрос или боль отца, которая прозвучала по бессмертному полку. Вот, уважаемые друзья, сегодня я только прослушала еще ролик, фильм там сейчас нет, «Последний звонок». Я рекомендую всем посмотреть. Сейчас забыла фамилию автора, но по бессмертному полку. Значит, я в прошлом году, я ежегодно хожу, как только стала у нас в республике, значит, у меня дядя, как моей матери, он орден славы, я знаю, что дядя Ваня орден славы. Потом есть сайт специальный, я туда обратилась, и мне прислали описание подвига все прочее. Оказывается, моего дяди 3 ордена славы. Ну, я, поскольку первый год шла с одним портретом дяди, а потом, да, мой сын погиб. У него орден Октябрьской Красной Звезды. А вообще связь поколений. Я сделала, значит, такой плакат на две части. С одной стороны сын, с другой стороны я. И что вы думаете? Я знаю, что мой дед погиб на войне, его расстреляли за связь с партизанами. Я стала искать эту информацию, потому что Украина – это боль каждого человека, наверное, здравомыслящего. Думаю, что же с дедушкой, как же, я не знаю подробностей. И, в общем, нашла, где дед похоронен, могила братская, 92 человека, вот окрестные села, похоронены в этой братской могиле, да, 92 человека за связь с партизанами и за неповиновение оккупационным войскам. Я думаю, как же так? Значит, я, наверное, в этом году, в том году, в следующем году пойду прадед, дед и мой сын. Я с этим плакатом пойду. Но на что я натыкаюсь? Глаза, а что она пришла? Что она тут принесла? А что она тут принесла? То есть, вы понимаете, какая тема? И когда я послушала сегодня этот ролик, а на это человек, который придумал этот бессмертный полк, ему надо заживо поставить памятник. Но
сейчас наши враги России, они педалируют на этой теме, что, дескать, а у нас только свое, вот я несу только свое, остальное меня не касается. То есть вот здесь, вот в этой в этом мероприятии скрыто очень много моментов, которые мы не можем, на которые мы не можем, не должны не обращать внимания, понимаете? Я вот у Женя воевал, да, и я знаю, как он воспитывает сына, и мальчик учится в элитном учреждении, и вот такая реакция. Нет, почему? Извините, конечно. Слово вам предоставляю Людмила Леонидовна, представитель Республиканского центра спорта и туризма. Очень приятно, да, уважаемые коллеги. Я вот по поводу хотела сказать светлого полка. Я являюсь членом этого, да, светлого полка. И просто, я не знаю, с кем там сталкиваетесь, с тем, что прям такой негатив был, да. Люди, да, но вот я, например, как вот общественник, именно такой организации, да, вот, когда ты идешь с этим плакатом мимо ветеранов, у тебя слезы на глазах, вот у меня, честно. И просто, наверное, как-то хотелось бы, наверное, обратиться к вышестоящим руководствам, да, что нам очень много поступает звонков, вот именно как к общественникам, что вот мы там такая-то, такая-то организация, нам сказали прийти. Кто? Вот нам сказали. Это не должно быть политизировано, это должно быть навязано. Из-за этого мы теряем вот эту духовность. Мы говорим о патриотизме. Да, это должно быть от чего душите. Это тоже одна из тем. Это воспитание. Это вот давайте мы сюда взрослых начнем, тогда нет, вот воспитывать. Я вам предлагаю, но вы понимаете, по той массовости, которая захватила вот эта тема бессмертного полка, эти вот отдельные ужинки пришли, вот, о которых я сказала, о которых вы говорите, они не имеют значения, потому что люди идут. И сегодня государство не должно упустить вот эту вот идею, не должно дать ее в тираж, и чтобы вот как хочу, так и говорю, нам сказали, да? Значит, не иди, кто тебя там заставляет идти, и так без тебя хватает, правильно? Вы в Москве на 9 мая посмотрите, ну что это тысячная, да? Там миллион. Многочасовой проход бесплатно. Вот очень важно, мы тоже в этом году думали, когда мы пошли организации, мы тоже думали, но мы пришли семьями, мы в этом году в институте, и мы решили, да, для нас было важно пойти коллективом, то есть мы никому не говорили, идите, ну давайте вместе соберемся, если у кого-то есть, ну, там, вот именно такое внутреннее, да, необходимость и желание. Мы вместе, мы пришли, муж, жена, дети, кто-то пришел с мамой, с внуками, и для нас это было важно, что это было еще и формирование не только внутрисемейной ценности, но именно семейная ценность для того, чтобы продемонстрировать это, а это важно. Сказать, что мы часть, вот это очень важно было. Уважаемые коллеги, у нас еще присутствует Сергей Иванович Габов, ведущий специалист, эксперт отдела развития общего образования и воспитания нашего министерства. Сергей Иванович, вы принимали участие в круглом столе, мы просим вас тоже представить некоторые. На самом деле, я думаю, что замечательно, что был заместитель министра, и все-таки больше его точка зрения, если мы решили, я только как представитель отдела общего образования, все-таки я даже опускаю слово воспитание, потому что действительно есть еще в министерстве отдел дополнительного образования, молодежных инициатив. Вот это самое основное, я все-таки считаю, что это основное. Отдел общего образования все-таки это отдел, который ведет работу по основной программе обучения в школах. Наверное, действительно, именно Александр сказал, что забываем слово «школа» уже, это чувствуется. И в этом отношении, на самом деле, ведь в той основной образовательной программе всегда предметные области история, обществознание, тоже они всегда несут очень большую часть, и патриотическое воспитание тоже. Поэтому в этом отношении, конечно, в наше время есть и на уровне Российской Федерации определенные планы по памятным датам, историческим датам, по каким-то конкретным юбилейным датам, та же Сталинградская битва, 75-летие с Российской Федерации уже она была спущена. И вот здесь, конечно, самое главное, чтобы
дополнительное образование, дополнительные какие-то программы по патриотическому воспитанию, они укладывались четко в программу общего образования. Основное образование программы. Вот это, вы говорите об основной образовательной программе. Это основной документ, в соответствии с которым работает каждая школа. И неотъемлемой частью основной образовательной программы каждой школы является программа воспитания и социализации. Это утверждено приказом, вы немножко не поняли, я хотел бы другое сказать, чтобы именно тут же, когда об образовании говорим, мы тут общественные организации. да, которые могут играть очень большую роль. Да, тут и как бы должно быть, все-таки надо смотреть, как она ложится на основную программу. Вот это нам очень важно, что мы, конечно, не разделяли общее образование, дополнительное образование. Это система образования, и в рамках всех наших условий для самореализации личности мы как раз и собрались для того, чтобы обсудить вот эти условия. Поэтому нам очень важно, что, уважаемые коллеги, каждый из вас действительно представит предложение, рекомендации по формированию единой образовательной системы. Да, у нас есть календарь образовательных событий, у нас есть концепция воспитания, у нас есть документы. Я хотела бы, чтобы от документов перейти именно к тем событиям, которые запомнились нашим юным гражданам, которые формировали единство наших поколений. Уважаемые коллеги, нам очень важно, чтобы вы приняли участие в обсуждении резолюции. Мы решили таким образом все ваши предложения, которые вы сегодня озвучили, будут сформированы в резолюции по адресатам. Министерство образования, как мы говорили, да? Например, Институт развития образования, общественным организациям. Мы еще говорили о музеях, да. И поэтому очень важно, наверное, да, то, о чем мы говорили, именно о той дороге, которая формируется внутри муниципалитета. Есть общая программа, а есть дни памяти и те действительно выработанные уже традиции, которые есть в каждом муниципальном образовании, а есть еще традиции в каждой школе. И мне очень, например, даже расстроилась, что в 12 школе это утеряно. И вот, чтобы не потерять, нам надо всем вместе, действительно, уважаемые коллеги, Галина Владимировна и Сергей Иванович, причина того, что сегодня потеряна 12-я школа, и то, что Евгений сказал, как раз в том, что 90-е годы только школа должна учить, а воспитательную работу за пределы. Вот мы сегодня вот это и жуем. Воспитательную работу тоже мы проводим воспитательную. Нет, мы проводим. А 90-е годы это была государственная политика. Воспитание школы, воспитательную работу за пределы. В 90-е годы вспомните, тогда и вообще все учебники разные были. Все ходы образования он соединил. И потому у нас образование, воспитание, обучение – это единая система образования Российской Федерации. Уважаемые коллеги, я очень вам благодарна. Я очень надеюсь, что эта встреча явилась первой, и мы будем продолжать серию профессиональных встреч на разных уровнях. Нам очень важно, чтобы мы обратились к руководителям образовательных организаций. Они должны это слышать, потому что они являются лидерами своих коллективов. И без их решений действительно мы не сможем на другом уровне развивать систему воспитания, патриотического воспитания, совместно с вами формировать именно то единое образовательное воспитательное пространство Российской Федерации. Спасибо, коллеги.